Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в очень красивой, уютной квартире у Аяры Большаковой. Аяра у нас является дизайнером интерьера, да, и, как оказалось, не только интерьера, об этом мы узнаем позже. Аяра, здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться. Угу. Ну, как я уже сказала, вы все придумали сами, да, вот как сказали, все разрабатывали, вот сколько вам потребовалось времени и почему вот вы решили уйти в такой национальный стиль. Угу. Проект я начала делать 2 года назад, в 2024 году. Потом постепенно начала ремонт. По идее, эта квартира уже дом 2012 года. И как я дизайнер интерьера, решила стать сапожник сапогами, решила сделать себе современный ремонт в якутском стиле. Потому что сейчас идет тренд, все якутское, якутские украшения, якутская одежда, якутские ковры. И вот мне показалось, что сейчас самое время сделать якутскую квартиру. И хочу нести это в массы. Но мы символично стоим у входа, да, скажем так, в квартиру Аяры и видим вот на нашем фоне алфавит Новгородова, да, это вот прям очень так. И там по-якутски написана цитата «Мангнай тыл бара», что означает «сначала было слово», а слово — это как бы голос твоей души. И вот как бы с коридора, с прихожей уже я хочу рассказать, моя душа хочет рассказать о своем доме. О своем так мире, да? Да. Ага. Ну и постепенно мы, естественно, переходим к кухне, да? На кухне у меня была здесь пустая стена, и буквально на днях мы с девочками вот решили так ее оформить, вдохновившись якутским чороном. Вот если присмотреться, тут форма, прям, да? вот здесь рисуется линия чорона, и вдохновившись якутским чороном, он украшен весь вот такими поясками с узорами, и я решила с помощью трафаретной росписи оформить так стену. Да, причем все узоры выпуклые, да, что очень объемная. Да, очень и красиво. украшена вот таким золотым финишным воском, и дает такой блеск. Ну и как любой старинный чорон, он, конечно, немножко такой потертый, да, с потертостями, как будто. Тут такой есть эффект, как будто вот такая потертость. Ну и на вашем фоне уже идет кухня. Фартук, да, кухонный. Да. Хочу обратить внимание, да, очень чисто, ничего лишнего. Ну, я как бы сейчас в процессе обустраивания, вот недавно заехала, и вот постепенно все делаю, пока вот так. На кухне я использовала природные цвета, вот такой зеленый цвет, материал дерева, то, что именно у нас якутские, как можно сказать, более якутские цвета, природные материалы. И более природные такие, да? Да. Ближе к природным. И вот фартук у меня, это получается печать на стекле. И такое интересное решение. Я решила, что якутский карась символизирует нашу якутскую кухню. И как бы вот такая композиция, по идее, это настоящий оттиск жареного карася. Я увидела такую картину у художника, графического дизайнера Александра Илларионова, он еще мастер по костной резьбе, и попросила у него разрешения использовать его рисунки на своем фартуке. И вот получилась такая композиция «Собо-ботур», «Собо-ко», мужчина, женщина, у каждого свой род, своя сила, и вот они встретились, и получился такой союз. Такие как стаями, да, получается, если можно так сказать. Кланами, да? Да, кланы. Использовала якутский узор. Это настоящее дерево, сосна, делал местный мастер. И дальше в столовой я решила сделать такой стилизованный буфет. Раньше у нас в якутских жилищах были деревянные буфеты. И вот я
попыталась оставить такую форму буфета, но более в современном решении. И сюда поставила биокамин с живым огнем. Туда можно налить живой спирт, поджечь, и очень, ну, он у меня стилизует камелек. Вечером я его могу разжечь, присесть, помедитировать, порелаксировать под вот такой необычной люстрой, которая символизирует дерево с соломой. Да, сразу, кстати, сразу бросается в глаза при входе, да, такое вот яркое такое, да? Ага. Как? Акцент. Акцент, Ага. да. Ну и как у истинной якутской девушки, женщины, конечно, наш национальный инструмент. Да, я играю на хомусе. Недавно обучилась у Юлианы Кривошапкиной. Люблю играть, постоянно играю. Аяра, у вас даже имя такое, да? Аяра. Якутское, да? Аяра, да. Скажите, вот тяга вот к якутскому языку, да, к национальной культуре, у вас, можно так сказать, с рождения, или это появилось как-то со временем, может быть? Да, это вы появилось что-то обрели? совсем недавно. В 2023 году я пошла на конкурс «Мисс Новая Якутия» и выиграла, ну не выиграла, мне дали номинацию «Мисс Этника». У меня был красивый национальный костюм. Для меня это было неожиданно. И вот после того, как меня назвали «Мисс Этника», и у меня как-то все пошло в сторону. В этом направлении, да? Очень активно. Я взяла творческий псевдоним Аяра, и я решила, что квартира у меня будет в якутском стиле. Я занялась хомусом. Сейчас хожу на вокал, записала песню на якутском языке. Ой, как здорово. Участвую в конкурсах. Буквально вчера получила грамоту. Ух ты. По вокалу. Еще я бегаю, занимаюсь спортом, хожу на растяжку, занимаюсь йогой. Ну, сейчас у меня свободного времени много, сын уже студент, учится в другом городе, поэтому сейчас я как бы живу для себя. Можно подумать о себе, да? Да. Ага. Ну и вот с этой стороны мы видим своего рода шкаф и как бы перегородка, да, которая отделяет кухню, да, зону кухни от зоны спальни. С этой стороны у меня небольшой стеллаж. Тут использовала тоже якутский цвет, такой бордовый, очень красивый. И вот этот рабочий стол я могу использовать как и рабочий стол с ноутбуком посидеть, поработать, либо как туалетный столик. Здесь у меня выдвижной ящик, украшения, да? Ух ты. Вот, все продумано, самой очень нравится. Еще мне нравится, что там стекло. Да, он такой вот материал прям сразу. Стекло, видно, и как да? раньше вот же любили под стекло всякие записки класть. И я вот как бы это открытки храню. Да. Интересное такое решение. Так, и мы можем плавно перейти в ту зону. Видим уже, ну, как сказала Аяра, занимается спортом, видим гамак. Да, где я могу полежать, растянуться. Опять же, помедитировать. Да. Спина всегда говорит большое спасибо. Ну, это очень правильно, да. Здесь у меня гостиная совмещенная со спальней. Здесь на стене я решила изобразить такое панно. Очень красиво. В стиле Илин Кебигер. Получается, это оберег моего дома, моей квартиры, потому что наши якутские женщины его носили как оберег для защиты от злых духов, от негатива. И повесив его сюда, получается, у него сейчас функция защиты и оберега. Оберег дома, можно сказать. Ну, очень необычно. И тоже, опять же, бросается в глаза, да, нельзя не обратить внимание. Очень красиво и тоже как под серебро, да, сделано. Это гипс, все вручная работа. Тут 200 с чем-то деталей. Мастер вот все вручную делал.
На потолке у меня карниз в виде якутских узоров. Я вот именно хотела стилизовать классический карниз именно в якутский. Вот так. Оказывается, вот такое решение тоже может быть, и почему бы и да? Почему бы и да? Да, действительно. Ага. Здесь у меня диван, он бескаркасный, который вот приходит как в рулоне, его вот распаковываешь, и он сам раздувается. Очень интересное решение, и я решила его взять именно в желтом таком солнечном цвете. То, что мы якуты, люди Саха, дети солнца, и мне прям хотелось в этом доме очень много открытого пространства, солнца, зелени. Ну, больше хотела природы внести. Ну и гостям есть где ночевать, скажем так. Ага, так. Ну, видим очень хорошие тоже картины, вазы, тоже все у нас в национальном стиле, да? Ну, это уже подарки. Ага. Уже мне дарят все национальное, уже знают. Уже все знают. Что дарить. И расскажу о своей спальне. В спальне у меня есть мягкое изголовье, это называется «Тихие стены», это печать на ткани. Здесь изображен стилизованный якутский рисунок. Сюда я добавила в центр круг, это получается фото урасы снизу, когда вот верхушку, это верхушка урасы изображена. Получается, это связь с небом, с космосом, с нашими высшими божествами, можно сказать. Вот тоже имеет такое сильное значение. Как бы. Кровать, она уже по интернету везде гуляла. Очень много было отклика на эту кровать. Именно я хотела стилизовать под якутское решение, и вот получилось. Я очень вдохновилась якутской уросой, вот здесь очень много из урасы, вот, например, вот этот поясок с узором тоже взят из урасы, вот эти столбы, которые символизируют наши серьги, это тоже как бы взято из урасы, и получилась вот такая кровать из дерева. Из дерева. И спальня у меня будет зонироваться с гостиной. Здесь я заранее предусмотрела карниз. И вот жду панно, шторку в якутском тоже стиле. Вот все на потолке мы, да? Здесь у меня будет стилизованное панно, как хапахче, как тоже в урасе. Так, интересно тоже. Получается, сейчас все равно еще все в процессе, все равно идут идеи. Например, вот эта стена пока пустая, здесь предусмотрена подсветка, и я вот думаю, что решить, что сделать, что же еще просыпаться такого, да? и смотреть что-то на красивое, тоже наше культурное, якутское. Ну и вы нам за кадром сказали, что вы еще и занимаетесь одеждой, да? На мне тоже мой жилет авторский. Я надела его на эсэх прошлым летом. Позапрошлым летом у меня был холодай тоже в виде соломы. Я очень вдохновилась якутской соломой и вот применяю ее теперь в одежде везде. Ну, то есть для себя, да, получается? Это уже как бы мой почерк, мой ДНК. Очень красиво. Да. Там еще можно обратить внимание на шторки. Да, шторки вот в виде чаронов и пришиты харасхалы пятиглазые и вот этот сель, конский волос, тоже несет очень сильное значение для нас. Давайте я покажу вам свою уборную. Здесь у меня несколько сценариев освещения, такой световой потолок, который я могу демировать, сделать поменьше, посветлее, либо вообще его убрать, использовать только подсветку зеркала, либо включить подсветку тропического душа, который я назвала «Северное сияние». И плитку я выбирала именно, у меня ассоциация с этой плитки как пробуждение, именно весеннее пробуждение. Тут, когда вот снег тает, начинает таять, и вот просвечивается вот земля, асфальт, прям вот такая ассоциация с плиткой была. И захотелось ее применить у себя дома. И
когда, например, каждое утро я собираюсь, умываюсь, привожу себя в порядок, я именно захотела увидеть отражение в зеркале, вот этот наш якутский узор, который именно символизирует силу рода, рост, благополучие. Мне кажется, каждое утро я прям начинаю с такого уже ритуала, что все будет хорошо. Да. Энергией такой заряжаетесь, да? Yeah. Можно сказать. А Яра, у меня такой вопрос, да? Наверное, телезрители, которые сейчас смотрят наш эфир, задаются вопросом, да, в плане планировки. Да, вот как вы считаете, как человек в этом разбирающийся, работающий, да, каждому ли необходимо распланировать вот будущую свою квартиру? Нужны ли вот услуги вот этого самого планировщика, дизайнера, да? Потому что кто-то обходится без него, да, а кто-то вот прямо конкретно, нацеленно советуется, да, консультируется. Планировка — это вообще планировка, которую ты сделал именно под себя, это уже 80% успеха. Например, планировка до этого ремонта у меня была тут трехкомнатная квартира. Комната сына, моя комната, зал. И получается, когда сын съехал, я решила перепланировать уже под себя. И получается, каждый раз у человека появляются новые запросы, как он живет, с кем он живет. И всегда нужно планировать, считаю. Например, планировка нужна для того, чтобы именно знать, чтобы поместилась кухня, встал шкаф. А то бывает обычно не хватает именно вот этого размера, чтобы именно встал шкаф для гардероба, чтобы именно расположить кровать для ребенка, для гостей, для себя. Поэтому сначала делай планировку, а потом уже ремонт. Чтобы, так скажем, укомплектовать, да, все, что ты хочешь, под себя, да, например. Свои какие-то хотелки, пожелания. Например, многие хозяйки хотят закрытую кухню, некоторые хотят открытую кухню, кто-то хочет с островом, кто-то хочет без острова. Поэтому все индивидуально, и у каждого человека должна быть своя индивидуальная планировка. А сколько вам потребовалось времени вот на проектирование, да, уже вот обновленной, скажем так, да, вашей квартиры, и на воплощение, вот сколько времени ушло? Прошло 2 года. 2 года. И все делала не И все еще не закончилось, Да. как вы сказали, да? Все равно продолжается, да, что-то продолжается постепенно. все в процессе, все вот в процессе уютизации. Я считаю, что торопиться не нужно, что вот данный ремонт это как минимум на 10-15 лет, поэтому люди всегда берут ипотеку и торопятся быстрее, 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 а на самом деле лучше чуть-чуть подождать, где-то перекантоваться, но грамотно сделать планировку, сделать ремонт и заселиться. А вот мебель это, конечно же, можно потом. Но с ремонтом лучше не торопиться. Иногда вот к нам приходит заказчик и говорит, я хочу срочно ремонт, давайте все параллельно делать, параллельно проект, параллельно ремонт. Обычно так получается вообще неэффектно, неэффективно. То есть нужно серьезно подойти, разумно, так скажем, да, не торопясь. Да, тем более ипотеки сейчас не такие маленькие, и лучше не экономить на времени. Да. А Яра, я вот с вами общаюсь, чувствую от вас такой вот вайб, да, можно сказать, такое умиротворение, такое спокойствие, да, от вас энергия такая идет, очень приятная. Как вы вдохновляетесь? Чем вы вдохновляетесь? Вот, мы уже поняли, что вы как бы и культурой, да, и предками, да, возможно, это все оттуда идет. И как вот получаете свою энергию, скажем так, на новые идеи творческие? Идеи, конечно, сразу не приходят. Вот именно знакомство с каким-то мастером. Например, познакомилась с мастером чорона, и мне захотелось у себя сделать чорон. Да? Познакомилась с мастером, графическим художником, и у меня появились эти караси. Да? И вдохновляюсь людьми. Получается, именно нашими мастерами. Например, эту кровать тоже делал якутский мастер. И, например, вот этот барельеф тоже делала наша якутская мастер по барельефу.
получается, я вдохновляюсь людьми, я вижу их работы и пытаюсь воплотить это в своем интерьере. Мгм. А как в профессиональном плане, над каким проектом сейчас, может быть, работаете? И насколько это серьезно? Может быть, были какие-то на вашем опыте проекты, ну, скажем так, необычные, с которыми вы, может быть, приятно было поработать, да, впервые, возможно? Ага. Для нас, дизайнеров, интересно заказы, когда поступают ресторан, кафе, потому что когда ты делаешь квартиру, о тебе узнают десятки людей, а когда ты делаешь ресторан, о тебе узнает весь город. Общественное место, да? Да, и вот мне очень много откликов пишут в мою социальную сеть, что у вас дома как в музее. Но Есть такое, да. Ага. мне бы хотелось, что люди не ощущали это как музей, а люди ощущали себя как дома, а не как в музее. Конечно, приветствуется, что люди сейчас тянутся, вот строят себе балаганы, деревянные дома. Конечно, там можно очень применить много всего якутского. А мой посыл в том, что якутский стиль может быть и в современных квартирах, многоквартирных и домах. И получается, когда приходят заказчики, они заказывают европейский дизайн, скандинавский, японский. Очень мало людей, например, которые приходят и говорят: сделайте мне квартиру в якутском стиле. Но надеюсь, после моего ремонта, когда люди увидят и все-таки поймут, что это сейчас очень даже актуально, и почему бы да, начнут у себя дома использовать вот такие решения. Вот, кстати, то, что касаемо, опять же, вернемся к планировкам, да? Ага, как вы считаете, везде ли в любом доме, вне зависимости от условий, да, дома, может быть, это плана КПД, да, там, может быть, вообще деревянный дом, да, везде ли, несмотря в каком состоянии дом, можно сделать вот конфетку внутри? Да, как вы можно. считаете? Ага. Ремонт в помощь. Дизайн-проект. Сначала дизайн-проект, а потом уже ремонт. И, конечно, из вторички можно сделать. Например, даже у меня был вторичная, как бы тоже у меня второй ремонт. И вот получилось совсем другой вид, другое решение, другой стиль. И в частных домах я бы хотела посоветовать сначала не строить коробку. Обычно люди бегут впереди паровоза, заказывают в строительной компании быстро-быстро коробку, а потом приходят к нам и говорят: мы хотим заказать дизайн-проект. А мы смотрим на планировку уже построившиеся, ну, уже имеющиеся коробки, и получается видно, что туда не встанет ни кухня, ни шкаф, вообще негде. Вот то, что их хотелки, они не вмещаются. И поэтому надо сначала прийти к дизайнеру, заказать планировку частного дома, планировку участка, где будет стоять дом, баня, теплица, гараж. Вот все это грамотно расположить, грамотно сделать планировку дома и только начать стройку. Ну, очень хорошая такая рекомендация, да? Что бы вы еще, может быть, профессионального пожелали нашим телезрителям в завершении нашей беседы, нашей экскурсии, да? Какие-то такие полезные советики, может быть, лайфхаки? Лайфхаки, да. Ну, не стоит экономить на сантехнике, не стоит экономить на то, что относится к теплу, это к окнам, к радиаторам. Не стоит экономить на бригаде, потому что вы можете купить очень дорогостоящие материалы, дорогие полы, дорогие обои. Они могут, дешевая бригада может это все испортить, и будет очень обидно. Поэтому не стоит экономить на бригаде. Лучше хорошая бригада, но зато что-то среднее. Средняя там бюджетная дверь, средняя бюджетная там напольное покрытие. Но зато хорошая бригада, она не сможет испортить ваш материал. Аяра, огромное вам спасибо. У вас действительно потрясающая квартира. Да? Я желаю, чтобы она продолжала вас радовать, да, нет предела совершенству, как говорится, да, пусть все больше и больше нового у вас появляется, новых каких-то идей, креативных, ну и творческих вам успехов и успехов в работе. Спасибо большое. Очень приходите приятно еще было. раз. Очень приятно, да, как в музей, как сказали. Очень приятно было с вами познакомиться и до новых встреч, наверное, да. И вам успехов. Спасибо. Ну а с нашими телезрителями мы увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами, не переключайтесь и до новых встреч.